Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для раков. Вот она выпала, пусть и будет нашей картой недели. Туз червовый. Это отношения для тех, кто пока в поиске партнера, для тех, кто в паре. Это кто в ссоре. Карты для работы, для тех, кто по найму работает, для тех, у кого свое дело. Финансы. Проблема недели, удача недели. И совет. Итак, туз червовый. Замечательная карта. У раков выпадает на эту неделю. Это карта долгожданной активности. Возможно, уже надоело отдыхать, спать, наслаждаться жизнью. Хочется уже спорта, хочется активности, хочется прогулок. И, конечно же, в делах, если у вас есть такая возможность учиться, то хорошая неделя для этого, для любых проектов. В общем, какие-то подвижки, да, происходят у раков на этой неделе. Карта также хороша для здоровья, если, допустим, кто-то болел, вот выздоровление. Карта очень такая хорошего настроения, веселая такая карта и оптимистичная. Если у кого-то были вопросы, связанные с начальством, они разрешатся, или с законом, да. Для тех, кто сам занимает высокий пост, тоже какая-то очень хорошая неделя, какие-то будут новости приятные, какие-то завершаются проекты. В общем, здесь все очень благополучно. Ну и, конечно же, хорошая неделя для раков, которые решают вопросы, связанные с недвижимостью, с семьей, с детьми. Вот здесь какие-то подвижки, какой-то появится человек, который поможет вам вот в продвижении как раз вашего вопроса, человек, который имеет возможность повлиять. А для тех, кто в поиске партнера, девятка червовая. Карта говорит о том, что будет какое-то новое общение, новое знакомство. Тем более вот как бы вот эти карты, они очень хорошо сочетаются между собой. То есть действительно знакомство с человеком очень ярким, оптимистичным, может быть, с хорошим социальным таким положением, статусом, с хорошими как бы внешними данными, когда человек себя очень ярко проявляет, заметный такой, и вам, в принципе, с ним здесь очень комфортно. Замечательная неделя для раков, вот для тех, кто хочет познакомиться. Но опять же, смотрите, активность нужна, просто так ничего не будет. Зависит от того, насколько вы будете себя проявлять инициативу. Для тех, кто в паре, шестерка трифовая выпадает. И вот карта говорит о том, что, скорее всего, заканчивается какой-то период большой в вашей жизни. Вообще шестерка трифовая – это карта завершения всегда, чего-то, какого-то завершения, когда у нас одно заканчивается, другое начинается. То есть это никогда не бывает, что вот что-то перестало существовать и все, да, нет. Тут все время как бы заканчивается одно, начинается другое. И здесь что может быть? Здесь какие-то вопросы, связанные с мужчинами, да, вот, может быть, это работа, допустим, искали работу, нашли, или, допустим, у мужчины там не было зарплаты, он ее получил. В общем, как-то здесь вот у нас связано больше с мужской темой. Именно вот у мужчин здесь происходят изменения, и девочек это, конечно, тоже касается, да. Ну и вообще вот эта карта, знаете, такой заботы о своем близком человеке. Это может быть такое, как бы, может быть, напряженное состояние, да, когда мы ждем, когда ситуация какая-то решится вот с нашим близким человеком. И вот от нас нужна помощь, поддержка, даже если он там переживает, даже если ему как-то тяжело, мы не должны терять бодрости духа, мы поддерживаем, мы рядом, мы стараемся как-то своим примером настроить, да, человека, то есть, ну, вот таким вот образом. То есть, если у вашего близкого какие-то вот сложности, вот что требуется от нас, это нужно поддерживать человека и стараться, чтобы его вот восприятие было
ну, адекватным, да, то есть чтобы он не преувеличивал проблему. Кстати, очень часто вот по этой карте идет отказ от вредных привычек, которые прям вот очень укоренились. Допустим, там алкоголь, да, очень здорово здесь вот на этой неделе можно от этого отказаться легко. Тем более для отношений это очень важно, вот влияет, да. Ну и вообще все, что мешает, вот замечательно пересмотреть на этой неделе, отказаться и обязательно заменить чем-то нужным, позитивным, правильным. Кроме того, вот эта карта у нас связана с Плутоном, ой, вернее, с Нептуном, а это у нас, знаете, какие-то иллюзии, да, вот, или зависимости. Может быть, даже зависимость вот партнеров друг от друга. И вот как бы жизнь требует, чтобы вы эту зависимость убрали, разорвали, чтобы вы чувствовали себя самодостаточно, и чтобы ваш партнер тоже чувствовал себя самодостаточно. Это тоже важно очень. Кроме того, эта карта очень часто связана с лекарствами, с какой-то химией, да, ядами, и поэтому вот здесь, скорее всего, заканчивается лечение. Может быть, вы принимали какие-то таблетки или ваш партнер принимал, да, и у вас вот здесь заканчивается все, и как бы выздоровление приходит. Либо, если вдруг необходимо начать принимать лекарства, то нужно это обязательно сделать, потому что это активная карта. А также это у нас еще такое состояние рассеянности, да, когда мы никак не можем собрать себя вот в кучу, скажем так, да, и вот партнеру нужно это понимать, конечно, да, не требовать чего-то такого, что не может человек нам дать, потому что он находится в таких вот чувствах каких-то. Он как-то в смятении, рассеянный, он не понимает, что происходит, или какая-то запутанная ситуация, неясность, да, вот здесь вот нужно поддержать. И еще вот по этой карте очень часто обман происходит, да, то есть желательно все прояснить с партнером и договориться обо всем, чтобы ни в коем случае в отношениях вот этих неприятных недоговоренностей не было, потому что если это затянуть, вот тогда может действительно быть и разрыв, ссора крупная, то есть здесь нужно быть осторожными. Для тех, кто в ссоре, восьмерка червовая выпадает, но здесь 50 на 50, вы можете помириться, а можете нет, то есть здесь все зависит от, ну, опять же, чувств, эмоций, да, когда если они у нас успокоились, то мы можем здесь помириться. Если все-таки все еще бушует внутри, если нет прощения, там, обиды еще до сих пор остались, то, конечно, лучше даже и не начинать вот это примирение, потому что можно здесь разругаться еще больше. Также карта говорит о том, что, может быть, если, допустим, уже какое-то время вы в ссоре, вы можете просто соскучиться друг по другу, и вот вас потянет просто к тому, чтобы помириться. Просто как бы само собой здесь может произойти. Ну и также вот все, что вы будете говорить своему партнеру, стараясь помириться, да, или что он будет говорить, это очень надолго отложится. То есть вот то, что вы будете делать на этой неделе, это как бы создаст вам такую, ну, как репутацию, что ли, в глазах своего партнера. То есть вот здесь нужно быть осторожней с эмоциями, со словами. Для работы, те, кто у нас по найму работают, девятка трефовая, карта говорит о том, что тут нужно выкручиваться, нужно искать какие-то новые подходы, нужно проявлять себя, нужно искать, может быть, даже новые какие-то направления, может быть, даже новую работу. Ну, карта говорит о том, что прямо здесь хорошо нужно побеспокоиться о деятельности, о своей. Либо это просто вот такой труд постоянный какой-то, занятость каждый день, да, своей карьерой, должностью, профессией, или здесь нужно как-то искать какой-то выход. Может быть, что-то такое искать, что вам подходит, вот, знаете, по вашему индивидуальному складу. Какие-то у вас есть таланты, способности, может быть, даже вы их еще не задействовали раньше, и вы можете здесь это все начать проявлять. Так, что еще можно сказать по этой карте? Так, девятка трефовая.
Но вот здесь вот все-таки может быть какая-то запутанная ситуация и неясность до сих пор. Но если вы будете оставаться вот в состоянии неведения и при этом ничего не делать, вы можете действительно начать слишком большое значение придавать проблеме. Вот карта рекомендует, даже если неясная ситуация, все равно нужно чем-то заниматься. Нужно искать какие-то новые пути выхода, нужно пробовать себя в разных направлениях. В общем, в любом случае тут занятость нужна для того, чтобы все было хорошо. Даже если это не по вашему месту работы занятость, да, а просто самому себя занять. Кстати, творческие направления очень хорошо работают по этой карте. Ну и просто индивидуальные, когда мы вот делаем что-то так, как никто не делает. Девятка пиковая для тех, кто своим делом занимается. Карта говорит о том, что вы, скорее всего, на этой неделе будете очень стабильны в этом вопросе. Либо тут все происходит так, как происходило, и ну, как ничего особенно не меняется, либо вы здесь можете какие-то трудности и задержки испытывать. Допустим, какой-то проект начали, пока нельзя его двигать, или просто нет возможности, времени, то людей нет, допустим, клиентов или еще что-то такое. Но в любом случае карта говорит о том, что здесь нельзя сдаваться. Если есть задержка, то она временная. Главное, чтобы у вас была цель такая дальняя, да, чтобы вы не ориентировались на какие-то близкие цели, тогда вы точно можете здесь начать переживать. Если у вас есть какая-то большая, высокая цель на много лет вперед, вот тогда вас это поддерживает. Тогда вот ситуация, хоть она и прям так сильно стабилизировалась, да, как-то не движется, она все равно вас так не будет беспокоить. Ну и также по этой карте, может быть, даже и нужно проявлять решительность. Вот эти две карты, они очень активные, да. Если, допустим, что-то не поддается, все равно нужно двигаться, нужно стараться, инициативу проявлять. Даже если на этой неделе не стронется, в ближайшее время уже начнет работать. По финансам десятка червовая. Замечательная карта, которая говорит о том, что у вас в финансах все очень приятно, они вас любят, скажем так, да. И знаете, по этой карте можно сказать, что у вас либо какие-то общие дела, общие деньги с вашим ближним окружением, ну, допустим, там муж, жена, дети, родители, или там у партнеров, у друзей какие-то вот общие есть либо средства, да, как бы общий такой кошелек, либо проекты какие-то. И вам из-за этого очень комфортно, то есть вы чувствуете себя защищенными, и это как бы с вами вместе зарабатывают люди, которым вы можете доверять свои деньги и свои идеи и все прочее. То есть такие вот надежные, верные люди, которые вот помогают вам в работе. Может быть, это семейный бизнес, допустим. Но карта может еще говорить о том, что у вас может появиться такой человек, вот партнер, которого вы долгое время ждали, вот и вы вместе с ним можете зарабатывать. Проблема, король бубновый как раз говорит о том, что вы настроены зарабатывать в одиночестве, да, вы не хотите партнерства, и если вы отказываетесь, то тут много теряете. Вот. И еще проблема в том, что вы слишком нацелены на какой-то сиюминутный результат и можете терять из виду вот эти свои дальние цели, дальние планы, да, и это вот создает, может быть, такой дискомфорт внутренний. Или, может быть, не получаются продажи, не получается вот что-то с коммерцией сейчас, это тоже может быть проблемой. Либо нет такого результата, на какой рассчитывали, либо нет клиентов вообще. И удача в десятке бубновой. Десятка бубновая, она всегда открывает как раз для нас то, что мы не знали. Эта карта, знаете, вот очень важной информации, которая для нас открывает все двери. Особенно если это касается коммерции, да, это очень важно. То есть по сути, информация, она и определяет все. Поэтому вот на этой неделе вам нужно искать вот ту самую необходимую информацию, которая вам открывает все двери. Это может быть обучение, это может быть информация о каких-то людях, о каких-то проектах. Если, допустим, вы недвижимостью занимаетесь на этой неделе, то значит полная информация об этой недвижимости. В общем, вам нужно все четко понимать, видеть все без, как сказать, без прикрас, да, чтобы вот все как есть, так вы и видели. Кроме того, очень хорошая карта, связанная с образованием, да, то есть нужно
Если нужно вам учиться, значит, замечательная неделя для этого. Это, кстати, карта, знаете, не просто обучение, когда вот нам для корочки, для какой-то, для карточки, для бумажки, да, а когда мы прям очень в этом заинтересованы, нам нравится, мы прям глубоко это изучаем. То есть вот очень было бы хорошо этим заняться. Кроме того, здесь карта рекомендует нам проанализировать ситуацию, ту, которая сейчас создалась. Это раз. А во-вторых, нужно готовиться к каким-то неожиданным переменам. То есть это вам на благо тоже будет. Совет шестерка бубновая, это карта успеха, карта удачи. Знаете, когда к нам прям подарки приходят вот совершенно неожиданно. Это, знаете, карта, когда нам просто везет. Это может быть выигрыш, это может быть какой-то вот результат очень хороший. Но в любом случае здесь у нас положительные какие-то ситуации, и либо все заканчивается хорошо, даже если проблемы были. Также карта связана с новыми возможностями, новыми надеждами. И вот совет, нужно настраиваться именно на это. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.